Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2020 год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы. В текущем году всей страной будем отмечать юбилейную дату 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Год памяти и славы открыли в Урнарском районе. Ведущие мероприятия Марина Самарова и Алексей Иванов напомнили зрителям о том, что юбилейную дату в текущем году будет отмечать и Чувашская республика. В 2020 году исполнится 100 лет со дня образования Чувашской автономии. Юбилейные мероприятия с большим размахом должны пройти и в Урнарском районе. Старт был дан с праздничного концерта, организованного в районном доме культуры. Мероприятие открыл народный хор ветеранов районного дома культуры с патриотической песней «Шупашкарам, Савна Шупашкарам», приуроченной 100-летию образования Чувашской автономной области. С открытием Года памяти и славы со сцены районного дома культуры искренне поздравил жителей района заместитель главы администрации Денис Трофимов. Он отметил ценность сохранения памяти об исторических событиях для воспитания подрастающего поколения. В этот праздничный вечер прозвучало много песен о войне, памяти и славе защитников, о родной и любимой Чувашии. Зрителей своим выступлением порадовали народный ансамбль «Тивлет», фольклорный коллектив «Сонар», вокальный ансамбль преподавателей детской школы искусств «Кантилена», мужской ансамбль народного хора ветеранов, танцевальная группа «Феникс», вокальная группа «Девчонки» Урнарской детской школы искусств, а также отдельные солисты Евгений Кудрявцев, Алина Евдокимова, Дмитрий Иванов, Кирилл Панзин, Аня Осипова, Татьяна Пугачева, Александр Васильев. Зрелищной была демонстрация старинного чувашского отряда «Проводы в армию», исполненной фольклорным ансамблем «Сонар» при районном доме культуры. Песни «Уй Варинче», «Лаштра Юман» в исполнении Евгения Кудрявцева, ленинградки, солистка Алина Евдокимова, «Тишина», солист Дмитрий Иванов, «Я хочу, чтобы не было больше войны», Кирилл Панзин, «Россия», Аня Осипова глубоко тронули сердца многих зрителей в зале. Во время показательных выступлений на заднем экране мелькали кадры военной хроники, сцены послевоенной мирной жизни, родные просторы Чувашии. Праздничный концерт завершился совместным исполнением песни «Бессмертный полк» солиста Александра Васильева и вокального ансамбля «Кантилена». Девчонки и мальчишки под занавес мероприятия вышли с портретами героев Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни завоевали мир на этой земле. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Чувашской автономии, в фойе районного дома культуры была организована выставка «Вурнары в солдатской шинели» и выставка чувашской вышивки. Олеся Григорьева, Елена Анисимова, Елена Блатцева, Вурнары.